Новое медицинское оборудование введено в эксплуатацию в Ухтинской поликлинике номер 2. Учреждение продолжает преображаться. Наконец завершен ремонт в кабинетах рентгенологического отделения на 7-м этаже здания. Кроме того, в рамках проекта «Бережливая поликлиника» полностью изменилась и регистратура. Переход к новым технологиям начался год назад с обучения кадров, а долгожданная реконструкция помещения стала финальным этапом в этом процессе. Виктория Науменко продолжит. Вестибюль Ухтинской поликлиники не менялся много лет, и пациенты теперь с трудом его узнают. Нет привычных стоек регистратуры за стеклянными перегородками, таблички с расписанием работы врачей во всю стену. Теперь здесь все по-новому. Пациентов и регистраторов для удобства общения разделяет лишь стойка обслуживания. Есть электронная регистрация, световые табло. В приоритете комфорт пациентов и скорость обслуживания. Я первый день сегодня подошла, мне нравится, хорошо очень. Первый раз в новой обстановке. Думаю, что будет лучше, более мобильно. Проект называется «Бережливая поликлиника» прежде всего потому, что бережет время пациентов и медиков за счет технического усовершенствования помещений и организации работы врачей. Они еще год назад прошли 6-дневный обучающий курс от специалистов Кировской медицинской академии. Навигация – это очень важно, да, то есть нужно увидеть свою, скажем так, поликлинику, да, свое рабочее место, вообще свое пространство именно с точки зрения человека, который попал в это пространство впервые. И вот чем лучше визуализация в пространстве, тем легче найти какой-то объект, да, необходимый пациенту. Это новый формат работы, это открытая регистратура, наличие информатов, то есть и полностью вообще меняется формат работы и записи пациентов на прием. Ремонт первого этажа длился с конца прошлого года. Примерно в то же время начался ремонт на 7-м. Там, по независящим от учреждения причинам, он затянулся. И из-за этого медики не могли использовать и новое диагностическое оборудование, закупленное в рамках национального проекта здравоохранения. Кабинеты попросту были не готовы. Использовался не совсем качественный строительный материал, в том числе неоднократно переделывались отделочные работы. Поэтому учреждение все-таки добилось, чтобы работа была сделана качественно, чтобы все было сдано согласно техническому заданию. Но сейчас, наконец, помещение доделано, разрешительные документы на эксплуатацию получены и новейшее оборудование введено в эксплуатацию. Особая гордость – это цифровой маммограф со стереотоксической приставкой. С помощью стереотоксической приставки прямо в процессе исследования можно взять биопсию. Такого в Ухтинской поликлинике раньше не было. Биопсия, в том числе в процессе рентгенологического обследования, процедура не самая приятная, но крайне нужная и информативная для дальнейших исследований, рассказывают медики. Сюда вставляется вот такая вот пластиковая штучка, в нее игла. И потом на кнопку, когда мы нажимаем, здесь молочная железа находится прижатая. Да, он выходит по оси X, Y и Z. Выводит нам, и дальше мы просто втыкаем иглу. Кроме того, новый цифровой маммограф дает гораздо более качественное трехмерное изображение молочных желез. У нас высокоразрешающая картинка с высокой контрастностью, на которой хорошо видна структура молочных желез. Мы можем оценить кожу, подкожно-жировую клетчатку, наличие железистого, фиброзного компонента. До введения в эксплуатацию нового стационарного маммографа врачей Ухтинской поликлиники выручал мобильный. Аппараты поступили в медучреждение одновременно. Маммограф на базе КАМАЗа функционирует и сейчас, обслуживая ухтинцев и, что особенно важно, жителей отдаленных населенных пунктов. Так, в день на мобильном маммографе выполняется более 80 исследований. Мы можем охватить более обширную территорию, с пациентами больше наладить связь, контакт, которые не могут выехать к нам в Ухту здесь сделать исследования. За последние 5 лет Ухтинская поликлиника претерпела значительные преобразования. Получили активное развитие паллиативная помощь, эндоскопия, дерматовенерология и семейная медицина. Организована работа первичного звена, укомплектовано отделение неотложной помощи, открыт кабинет доврачебного приема, и изменения продолжаются. В 2021 году по поручению главы республики на дооснащение центров амбулаторно-онкологической помощи в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте выделено дополнительно из республиканского бюджета почти 70 миллионов рублей. На эти деньги планируется приобрести 25 единиц оборудования, в том числе аппарат компьютерной томографии для Ухтинской поликлиники. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрген, Ухта.